«Счастливая история». Я директор фонда Валерия Шарфановна. В 2014 году мы запустили новый проект. Это был республиканский проект «Независимая литературная премия «Глаголица». На сегодняшний день, в этом году, у нас 10-й состоится сезон. Мы достигли с республиканского уровня, стали международной премией. У нас принимают участие более 80 регионов со всей России и около 30 стран мира. В этом году мы получили эгиду ЮНЕСКО. Для нас это очень важно, потому что наш конкурс отметили, и это действительно очень интересно и здорово. Номинации, которые мы представляем, наш проект, в котором могут принять участие ребята от 10 до 17 лет, очень большой. Это проза, поэзия на русском и на татарском языке. Это номинация мультилингвы для тех, кто хочет изучать русский язык, но не имеет русских корней. Номинация неформат, тоже не совсем обычная. Это номинация, в которую не входят не классические жанры. Это графические романы, фанфики, пьесы. У нас была даже пародия на пьесу. Эссеистика, а также художественные переводы с английского на русский язык. Вот, я приглашаю принять участие всех ребят, так как этот конкурс абсолютно бесплатный. И учителя у нас тоже получают своего рода небольшой бонус. Они получают сертификат по итогам проведения конкурса. Ребята, попавшие в короткий список, приглашаются на 5 дней в Казань, где проходят мастер-классы с известными именитыми российскими и татарстанскими писателями. И после этого определяются победители, которые оглашаются на торжественной церемонии, которая проходит очень интересно, здорово, увлекательно. Это, так скажем, маленький литературный Оскар, где для детей все по-взрослому. Гульшат Пановна, а скажите, пожалуйста, вот организатором является благотворительный фонд «Счастливая история». Да. Какая поддержка осуществляется со стороны Министерства образования и науки? И работаете ли вы в сотрудничестве с Союзом писателей Татарстана? Союз писателей Татарстана мы непосредственно сотрудничаем, потому что все наши именитые члены жюри, это Галимьян Гильманов, Рифат Салах, Рустем Галиунов, являются членами жюри, которые оценивают именно работы на татарском языке. В свое время, когда мы только начинали, в нас поверил Роберт Мугалевич Минулин, который также был членом жюри. И, конечно, мы работаем с Министерством образования, благодаря которому мы сегодня здесь и присутствуем. Они оказывают нам поддержку в том, чтобы как можно больше ребят принимало участие именно из Татарстана. А кто оценивает русскоязычные тексты? Русскоязычные тексты у нас оценивают члены жюри. Это Нарине Абгарян, всем известная Манюня. Правда, она сейчас живет за рубежом, и не всегда ей удается приехать. Андрей Усачев, Сергей Махотин, Виктор Лунин оценивают переводы. Ольга Варшавек, очень известный переводчик, драматург. Эссеист ЮПА оценивает Надежда Аждихина. И в этом году у нас, я хочу еще отметить, что у нас конкурс не только международный в плане участников, потому что это со всего мира принимают ребята участие, но и в плане жюри. У нас в этом году в члены жюри вошли писатели из Белоруссии, это Жвалевский и Пастернак. А ежегодно сколько учащихся принимает участие в этом проекте? В том году у нас приняло участие 2212 работ. Это очень большой конкурс. Это только из Татарстана? Нет, это все вместе ребята, учитывая то, что на очный этап в короткий список попадает всего 130-140 ребят. То есть это большой конкурс, так скажем, на одно место. И напомните, пожалуйста, о сроках проведения. До 11 сентября мы принимаем работы от ребят по номинациям проза, поэзия на русском языке и на татарском языке.
эссеистика, художественные переводы с английского на русский язык, а вот мультилингвы мы принимаем до 25 сентября. Спасибо большое. Спасибо вам.